Первое наше поздравление, я бы сказал, вот как принимающая сторона. Мы от души приветствуем вас вот с сегодняшней нашей встречи, дорогие друзья. Вы молодцы, да, сегодняшнее утро, с утра пораньше встали и приехали с регионов. Мы очень рады вот этой нашей приятной встрече. Председатель Национального совета Всемирного конгресса Татар, Василий Абдулгаязович Шейхразиев. Итак, исполком жетекшісінің орынбасары Марат Саифкатович Тукаев. Шулай ақ мына бұл ұшырашуға көп күш құйған һәм ярдәм еткән кешеләр безнең вәкиллекнең председатель урынбасары, рәисенең урынбасары Эмиль Венерович Файзуллин. Ұшырашуға көп көчләр құйган һәм кичәгенә көне буе йөргән бүген дә безнең арада безнең менә духовное управление мусульман инде первый заместитель муфтия безнең менә Рушан Аббасов, Рушан хәзрәт Аббасов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина ва хабибина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд. Hürmetli Vasil Gayazoviç, hürmetli din kardeşlerim, tuğanlar, kardeşler, sizin için gününden hem Allah Teala'ya en yakın bulgan İslam seni bilen selamlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Şuşe cihlaşlarımız Allah karşında da mübarek bulsun. Çünkü biz hazırki vakitte sizin bilen bik muhim sırauğa cihildik. O özümüzün Tatar milletimizni saklap, özümüzün gurur dinimizni saklap, gadetlerimizni saklap, bu bik aktual bizning için de türlü regionlarda yaşayıcı bizning Tatarlar için, mümin Müslüman kardeşlerimiz için bik aktual hem bik muhim. Şunun için men zor rahmetlerimni bildirem Vasil Gayazovich'ga, siz iktibarınızı gösterəsiz, hem de bugün manda bizning Tatar milli avtonomiyanın liderleri kildiler, kaysi elbette zor hizmetlerini gösterdiler. Tatar millet için, mümin Müslüman kardeşlerimiz için hem de bu büyük mühim. Hem de min yolun hazırki vakitte bu uçraşu bizning Aleyhuzur şehrinde, cami meçhidinde, merkezinde de büyük mühim. Çünkü biz sizin bilen bu yıl kirdik büyük gerekli hem büyük tarihi bulgan münasebetke ol 1100 bizning abi babaylarımız şuşa yıl ilik İslam dinimizni resmi rəvişdə kabul etken Bulgar dillərində hem de min yılın bu da büyük aktual, büyük ahimiyetli bizning datalarımız. Şunun için her kasırda zor rahmet. Hazır indi biz her meclisine Allah ismi bilen başlap jiberemiz. Ruhsat etseniz de min Elham suresini okup, dua kılıp, Allah Teala şuşu ışraşularımızı mübarek kılsın. Hem de inşallah bu yılışta, mecliste koyulgan maksatlarga Allah Subhanahu Teala özü erişerge nasip ve müyesser eylesin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İnşallah din yolunda, İslam dininde varıp yaratmalı zat yollar, hizmet kılarga özü nasip ve müyesser eylesin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar. Amin. Birahmetke rahmetin. Allah'ın kavli. Приятно видеть всех очно и поприветствовать вас на этом собрании. Я передаю большой привет земле Орехово-Зуево. Мы знаем, уже сегодня вот разговаривали, большое количество наших соотечественников проживает. Очень много интересных проектов. Вот Ульдар Хазрат Измаила каждый год большие мероприятия, фестивали проходят. Мы за это радуемся. Ну и разрешите несколько слов все-таки рассказать о наших проектах, что было, что планируется. Вот совсем недавно мы поздравляли с 91-летием нашего композитора Аксакала Саяра Хабибуллина. В декабре месяце, вы знаете, мы отмечали 90 лет Расиму Сулеймановичу Акчурину. Каждый квартал мы посещаем нашего земляка Лева Борисовича Васильева. И в год столетия ТАССР мы провели такую уникальную, беспрецедентную по эмоциям акцию. Поздравили 100 ветеранов Москвы, которым исполнилось 100 и более лет.
Вот какие только душезахватывающие истории мы не слышим, когда общаемся с ними. И вот каждый год по инициативе Равиль Калимович, по мере возможности, конечно, мы записываем интервью, живые истории вот с этими людьми, потому как лучше, чем сами герои, эти истории о себе никто не расскажет. И нам важно передавать эту историю из поколения в поколение до правнуков, до праправнуков и так далее. Вот мы сегодня часто обсуждаем историю Карима Хакимова, но в то время знаем, что часто возникают разные моменты, откуда он, происхождение, каждый тянет на себя, поэтому нам важно такие видео создавать. Ну и о тех, за кем будущее. Последние годы самым долгожданным проектом среди молодежи является форум «Мост Москва-Татарстан» с участием президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Он уже в этом году планируется в 7-й раз, 16 апреля. И этот форум является реальным мостом между теми, кто соотечественниками нашими, которые достигли больших успехов, и молодежью, которой еще только предстоит стать успешной. И какие только истории там можно и советы не услышать на этом форуме. Поэтому я вот рассказываю, может кто-то первый раз слышит, если можно следующий слайд. Тут, ну давай, вот мы поздравляли ветеранов. Кстати, когда поздравляли столетних ветеранов, в Москве так много нашли своих, и выходцев из республики, и татар большое количество. Вот бабушке 102 года исполнилось. Да. И возвращаясь снова к форуму, да, если можно, следующий слайд. Вот в этом году уже 2-й раз будет организована онлайн-трансляция, поэтому приглашаем вас принимать участие и довести эту информацию до молодежи. И еще один интересный факт. Мәскәү шәһәренең 16 алдынгы югары уку йортында Татарстан студентлары якташлыклар һәм татар клублары эшләп килә. Алар туган республика белән элемтәдә аларга татар телен, мәдәниятен сакларга һәм инде иң мөһиме зур мегаполиста югалмаска ярдәм итә. Монда да бик күп проектлар тормышка аша, мәсәлән, Чикләү яшьләр проекты татар телен, тарихын саклап калу һәм үстерү өлкәсендә чаралар арасында брендка үрелеп кенә калмады, хәтта Россия Мәгариф министрлыгы фикеренчә үрнәк чарага әйләнде. И я, наверное, не ошибусь, если скажу, что Республика Татарстан, она каждый год свои лучшие практики в области культуры, образования демонстрирует на территории Московского региона, Центрального федерального округа. Вы знаете, каждый год проходит и в Сабантуе, это и Дни культуры республики, другие. Мы участвуем в Наврузе, других мероприятиях. Вот, кстати, в марте возобновятся гастроли татарских театров, которые были перенесены по понятным причинам. И я должен сказать, что это значит одно, что руководство нашей республики, оно осознанно и целенаправленно поддерживает соотечественников, то есть нас, которые проживают за пределами республики. Поэтому Сур Рахмат, вот Василий Гаязович представляет кабинет министров руководства республики. Ну, за новостями вы всегда можете отслеживать на сайте полномочного представительства, там о всех мероприятиях публикуется. Шулай ук һәр татар кешесе өчен мөһим һәм актуаль булган мәсьәләне билгеләп үтәсем килә. Бу туган телебезне куллану мәсьәләсе. Нәкъ менә вәкиллектә без бу өлкәдә, ягъни ватандашларыбызда телгә карата кызыксыну яту, телебез өчен җан атучы милләттәшләребезне берләштерү, гаиләдә дә, җәмгыятьтә дә татарча сөйләй алырлык яшь буынны тәрбияләү буенча системалы эш алып барабыз. Бу гамәлләр зур әһәмияткә ия булуын күрәбез. Шуны әйтеп узасым килә. Безнең күп милләтле илебездә президент каршында туган телләрне саклау буенча гына комиссия һәм шура да юк. Туган телләрне саклау. Рус телен саклау комиссиясы бар. Совет при президенте есть, который занимается сохранением русского языка, межнационального согласия. Но нет совета или комиссии, который бы занимался сохранением и развитием родных языков. И вот biz vəkilliklər dərəcəsində megapolisdə tuğan tellərini saxlау temasına түгәрәк өстәлләр уздыра башладык. Быел инде 3-нче мәртәбә булачак Алла бирсә. Бу омтылышыбызны хуплаучылар бик күп һәм сезгә дә бу эшкә актив рәвештә кушылырга тәкъдим итәбез. Значит, это круглый стол, который мы инициировали в прошлом году, проходит на высоком уровне с участием представителей депутатов Госдумы, федеральных органов власти, представительств республики. На этом круглом столе мы всегда обсуждаем новые пути сохранения родных языков, в том числе татарского языка, особенно с использованием информационных технологий. Поэтому вот мы вас всех тоже приглашаем к этой работе подключаться и принимать в ней участие. Варев-Лозуевский городской округ сегодня это большая территория, один из самых больших округов Московской области. В него входит 178 населенных пунктов, из которых 4 города и 174 сельских населенных пунктов. И везде мы
работаем. Везде работают представители, в том числе и татарской диаспоры. У нас масса совместных праздников, масса совместных фестивалей. Уже стал традиционным фестиваль «Татарская музыкальная культура татарского народа, достояние народов России». Он действительно стал традиционным и проводится на нашей территории. И даже в прошлом году, казалось бы, тяжелое пандемийное время, он прошел на очень высоком уровне. Я рада вас всех приветствовать. Всем добра, всем здоровья. Продолжаем работать. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, руководители. Мы, татары, второй по численности народ, не являемся диаспорой, мы коренной народ. Диаспора – это те люди, которые живут за пределами своей страны, поэтому мы этим гордимся и служим России. И, конечно, очень приятно, что вот мы сегодня собрались в Московской области. И с первых минут от имени всех руководителей, всех активистов хотел бы сказать огромные слова благодарности высшему должностному лицу Московской области Андрею Юрьевичу. Я ему письменно лично обратился, получил все согласия и колоссальную поддержку. И мы вчера уже вечером сюда заехали, сегодня целый день будем работать. И вы знаете, это стало доброй традицией. Начиная с 2018 года мы уже встречаемся по всем 7 федеральным округам и каждый год чередуем наши субъекты. И когда мы говорим Центральный федеральный округ, вот сегодня мы в Московской области, до этого были в Ярославле, в Костроме, в Москве, Иваново, и с удовольствием нас все поддерживают. Все наши желания в части организации, конечно, получаем добро и всесильную поддержку. За это мы всегда говорим и высшим должностным лицам субъектов Федерации огромное спасибо, но и в то же время говорим спасибо нашим руководителям автономии в этом субъекте Федерации. Пока ты эту школу не пройдешь, встреч, организации, это здорово, когда ты приезжаешь в Казань и говоришь, вот это можем, а вот здесь находятся единомышленники. Вот покажи, как ты здесь работаешь с властью на уровне города, субъекта Федерации, какие у тебя есть мадраса, какие школы, мечети, как тебя уважают, как тебя поддерживают, потому что и вот нашим присутствием мы уже тоже поддерживаем нашего коллегу, руководителя автономии Московской области, потому что такое количество руководителей приехать, поддержать, рассказать о своих проектах. И для Всемирного конгресса татар, конечно, принципиально важно, чтобы мы вот по горизонтали, встречаясь здесь, уже говорили независимо, то ли это Касимово, то ли это Иваново, то ли это Кострома, то ли Московская область. Вот, а я вот это сделал, а я вот сделал, я вот сделал. И поэтому это очень здорово. Вот мы уже старт дали, у нас первая встреча была очень серьезная в Уфе. И когда мы говорим татары, по переписи 2010 года 5 миллионов 300 тысяч, из них более 3 миллионов проживает в Республике Татарстан и Башкортостане. Шуңа айтабыз инде без татарлар дигәндә, татарлык дигәндә, безнең татарлар Башкортстанда һәм Татарда яшәгән татарлар, алар инде безнең умыртка баганасы. Шуңа күрә мы особое внимание на это обращаем, и вот подвели итоги. И вот сегодняшний, конечно, вот этот хурал, сбор, общение, наши друзья, это в первую очередь подведение итогов за 2021 год и задачи на 2022. И вот для того, чтобы и комфортно было, и удобно было, мы в этом году немножко изменили систему нашей работы. И если даже Фарид Афандали сказал, у нас экран, вот в экране у нас Казань, значит, наши руководители, Ильгиз Ильдарович утра, Кадрия Раисан утра, Ленари утра, Гульназ Шейхи утра, Фархат Лариш, безнең инде алар җитәкчеләр, юнәлешләр нигезендә. И вот мы сейчас уже хотели бы буквально в минутном, двухминутном режиме предоставлять им слова для того, чтобы вот мы всегда говорим, без жиябыз, а конгрессных же есть конкретные планы, мероприятия, в котором системно из года в год работаем. Шуңа күрә без инде отчетность не собираем, потому что Всемирный конгресс татар – это общественная организация, которая работает на основании устава, а устав на основании Конституции Российской Федерации, и мы всех просим работать в рамках устава, значит в рамках закона и Конституции Российской Федерации. Ваши все общественные организации, которые тоже созданы на основании Конституции Российской Федерации, и вы тоже несете эту службу в рамках своего устава.
Поэтому мы уже никакие отчетности не собираем, не требуем, это нам не нужно. Но мы видим, как вы работаете, исходя из вашей отчетности, которые вы представляете в социальной сети, у себя. Мы их перепечатываем на сайте Конгресса татар, значит, в наших газетах, журналах, на наших радио, телепередачах. И поэтому я сейчас предоставляю слово, это не по системе отчетности. И это не критика, это наоборот слова благодарности за то, что мы есть, за то, что работаем. Но татарлар айтмышлы, кызым сен айтам, келин сен тыңла. Поэтому, когда вы будете видеть, кто у кого сколько, могут выйти разногласия. Это не тема обсуждения, значит, уже тем руководителям, которые вас показали как 0 или 10 или 20, значит, тема для общения. Почему, когда мы работаем, вы не видите, или когда мы не работаем, вы нам еще плюс ставите. Поэтому, меня юношество дегенде, хазар мен Илгизилдар шығарып едім, ол біздің исполком жетекшінің орынбасары, аның бірнеше юланыш негізінде бар, и ол таблица негізінде көрсетір, алнары енді Қадырия Раисовна сізге. Мы специально отчетность не собираем и не собираемся это делать. Просто вот даже, когда мы говорим сейчас жалилевские чтения. Жалилин туған күні 15 февраля. 15 февраля будет гала-концерт. Мы ежегодно эти чтения проводим. И уже в том году 380 тысяч человек участвовали. Жалиль переведен на 56 языков мира. И у нас нет ограничений по возрасту, у нас нет ограничений по языку. Кто может его прочитать на родном языке, на татарском, на русском, на чувашском, на английском, на турецком, узбекском, казахском, 56 языков, пожалуйста, участвуйте. Поэтому татарша диктант. Вот в том году 340 тысяч человек участвовали в 2020 году. На 2021 год мы поставили задачу перейти миллион. Вот по отчетности в мире видели 1 023 000 человек участвовали по всему миру, 8 миллионов татар, 1 000 000 человек мы смогли привлечь, 3 дня писали мы, значит, в каждый из этих дней можно было попробовать себя, вот, пожалуйста, эти отчетности есть. Поэтому, значит, если кому-то это будет интересно для дальнейшего, мастер-класс здесь, координаты здесь, спокойно мы вам направим, вы посмотрите, это как раз о планах 2022 года. Конечно, 22 год для нас он уникальный. Это 1100-летие принятия ислама в Орской Булгарии на территории Российской Федерации и 30-летие Конгресса. Если мы 2020 год все вместе очень активно отработали по столетию образования ТАССР, в том году четко мы прошли перепись населения. И еще раз хочу сказать огромные слова благодарности за такую системную работу по переписи населения. Для нас, конечно, это очень важно, важно для всех. Почти 147 миллионов человек проживает в Российской Федерации, 190 национальностей. Каждый человек переживает и за Россию, и за себя, и все в целом. Поэтому нам хотелось бы, конечно, чтобы татары, как второй по численности народ, как коренной народ, как государственный народ, значит, мы все делаем для того, чтобы наша Россия была единой, сильной. В этой части так и продолжать нашу работу. Куда бы я ни приезжал, субъекты Российской Федерации, мне все руководители говорят, да, татары здесь едины, да, они как знамя, за ними все тянутся, по многим мероприятиям вы образцы, как образец идете. А в том году мы проводили, Министерство иностранных дел проводил 7-й форум соотечественников, и татарская делегация была представлена очень достойно, а министр иностранных дел господин Лавров сказал, за пределами России Всемирный конгресс татар является мягкой силой России. Поэтому мы и в этой части очень системно и здорово работаем. По 1100-летию организационный комитет создан на уровне федерального центра. Вы все помните, как нам национальный лидер наш Владимир Владимирович сказал, что это значимое событие не только для России, для всего мира. В России будет создан организационный комитет, и мы его проведем на самом высоком уровне. Постановлением правительства Российской Федерации создан организационный комитет. Вице-премьер Хустулин Марат Шакирджанович является председателем организационного комитета. И уже были несколько заседаний, план утвержден по всей России.
В Республике Татарстан тоже создан организационный комитет, руководителем является наш президент Рустам Нургалиевич. Многие субъекты уже начали создавать организационные комитеты для того, чтобы в субъектах Российской Федерации проводить это значимое для нас событие. И поэтому я вас прошу, значит, если этот вопрос будет подниматься в субъектах Федерации, Хуснуллин Марат Шакирзян, следующий вице-премьер, курирует как региональную политику. У нас в протоколе написано рекомендовать высшим должностным лицам субъекта Федерации посмотреть возможность создания организационного комитета у себя на субъекте Федерации или иным путем активно принять участие. Поэтому, если вы дойдете до своих руководителей, покажете, расскажете, и это для региона значимо, потому что когда мы ислам, это не только татары, это и другие народы и национальности по России, если мы возьмем более 20 миллионов мусульман, разговор идет о мусульманах. Поэтому будет только здорово, поддержим, поможем, подскажем. И по этой части самые главные празднования будут 21 мая. 18, 19, 20, 21 мая в Казани будет проводиться очень большое количество мероприятий. Это и Казань саммит, это Россия исламский мир, это форум татарских религиозных деятелей. А 21 числа мы все вместе поедем в Булгары. Ежегодно из Гибалгарджина мы проводим. До 50 тысяч человек приходит. Но рассчитываю, что в этом году она будет в разы больше. И все организационные, подготовительные, строительные работы сегодня уже ведут. Финансы есть, ответственные есть. И мне, конечно, очень приятно, что вчерашний день мы в Москве провели очень плодотворно. Я встретился с муфтием шейхом Равиль Хазратом и рассчитывали на 1 час, а все 3 часа обговаривали по всем пунктам, отношениям по всем. А потом я был у Альбера Хазрата Карганова, у него там тоже чуть не меньше обсуждали эти вопросы. До этого я, когда был в Уфе, Талгат Хазратом Таджиддином встречался, примерно такое же количество времени. Каждый заинтересован, взявший за руки, пройти этот год достойно. И потом мы могли сказать, что этот год стал годом и единения, и понимания, и согласия, и мира. И что от этого мусульмане России, в целом Россия только выиграла. И тем более это делается, организуется по поручению, еще раз скажу, президента России Владимира Владимировича. Поэтому будем активно участие принимать. И вот сегодняшнее проведение этой встречи, это тоже вот некий такой образец, потому что без татарлар, без мусульмандар. Agarda mında kelib masjidga duo qilib, mana shu o'tirib suylashib, chin ko'ngildan, ezgu yurakdan shunga biratom bizga narsa kerak. Вы авторитетные, за вами есть люди, есть понимающие, поэтому, конечно, в этой части я прошу на своих территориях очень активно работать, доводить до всех. 30-летие Конгресса. Конечно, когда мы говорим 30 лет Конгресса, это не само собой это говорит о съезде. Съезд будет 2 августа. И мы уже с марта месяца начнем по всем нашим округам, по странам, диаспорам рассылку делать, чтобы уже начали процесс определения делегатов. Потому что у съезда есть очень протокольные требования. И в этом году мы будем избирать председателя Национального совета, Национальный совет. И председателем Национального совета будут утверждены заместители, а в Национальном совете у нас 75 человек. Поэтому очень важно, чтобы каждый субъект федерации в рамках закона провел свои собрания, определил делегатов, делегировал их, и съезд будет проходить 3 дня, 31, 1, 2. Поэтому вот в этом расчете. Когда говорим уже Всемирный конгресс татар, 30-летие, у нас определенные наши автономии, центры, где-то создано буквально недавно. Кому-то 15 лет, кому-то 25, кому-то 30, кому-то уже 35, кому-то 40. У нас есть и 50-летние, и более авторитетные эти общества. Но самая главная задача Всемирного конгресса татар – объединять всех татар через наших активистов, через наши автономии, диаспоры, центра. Біздің ең зор бурычларның бірсі ол татар халқын бірге жию, өстіру, рахмәтлі болу. У нас
45 странах 460 организаций. И поэтому вот через эти организации мы проводим все наши мероприятия. Коллеги, вот те, что вот справки видели, может у кого-то вопрос появился, где-то защемило, где-то гордость появилась, но главная наша задача как? Вот мы практически после сентябрьских мероприятий обращаемся к вам, чтобы вы начали составлять планы на следующий год и предоставили их нам до середины ноября. На основании всех ваших планов Всемирный конгресс татар исполком составляет общий план мероприятий Всемирного конгресса татар и выносит его на утверждение в Национальный совет. В этом году 2 декабря Национальный совет состоялся, и Национальный совет утвердил план мероприятий Всемирного конгресса татар, то есть всех нас на 22 год. Там 450 мероприятий. Мы берем более значимые, там идет за тысячи, мы берем более значимые и начинаем все вместе их проводить. И вот в этом году опять наши встречи. Я, как уже говорил, более значимые мероприятия это Жалил Ухулара. Значит, в середине марта у нас будут форум сельских предпринимателей. 500 человек, мы уже практически квоты сделали, рассылку отправляем. Значит, біздің апрель айында булачак ураза, 2 майда гайд береме, и потом уже все собираемся, біздің уже Казанда и на 1100-летие изги Болгар жиынна. Практически уже с 28-го у нас начинается Сабантуй. 18 июня федеральный Сабантуй будет в Ульяновске. 2 июля Всероссийский сельский Сабантуй будет в Мордовии. И 9 июля Европейский Сабантуй будет в Болгарии, в Софии. И потом уже 2 июля съезд наш, 30 августа День Республики. И вот каждый день у нас практически расписан, и мы спокойно будем работать в этой части. По Сабантуям буквально на днях выйдет уже постановление правительства с закреплением на более крупные субъекты и города наших муниципалитетов. И еще раз хочу сказать, по всем нашим мероприятиям, то ли это Сабантуй, то ли это съезд, то ли это форум сельских предпринимателей, Окколфа, у молодежи будет очень много, это, конечно, несомненно, квоты. Вот Всемирный конгресс татар определяет, ну, например, Иванская область, там 2 единицы, там Ярославле 2 единицы, Московская область 5 единиц. Дальше это уже ваша задача. Вот в эти квоты, кого вы хотите пригласить. Часто нам выходит прямой инициативой, вы так не делаете, потому что там вопрос бывает, там вопрос. Я говорю, нет, ребята, у нас есть руководитель, он лидер, он ответственный, и поэтому бесспорно, кого он включает, тот и нами будет принят. И мы рассчитываем, что в данном случае, вот вы, когда получаете квоты и определяете кандидатов, они в самом деле достойные, которые могут прийти, перенять, рассказать, и по приезду уже еще более активнее, более плодотворно, они еще могут здесь уже работать во имя, значит, татарской нации. Поэтому все в наших руках, и мы сможем сделать. И потом еще говорим, вот молодежь. Очень, конечно, важна молодежь. Вот даже когда мы смотрим наш круглый стол, значит, сказать, что ну, сегодня абсолютно правильно, существенное исключение. Пандемия. И сейчас уже во многих субъектах федерации начали вводить ограничения. Значит, и в то же время мы видим, уже один заболел, второй заболел. Вот у нас следующая поездка в воскресенье уже в Мурманск. Несколько руководителей сказали, что у нас уже температура, у нас все симптомы. Значит, мы в данном случае говорим, ни в коем разе нельзя приезжать. У нас есть Zoom. Если у нас даже 50% заявится, съездим, эту встречу сделаем. Татар халқы har вақытта айтқан, бір ұшырашу ол біздің ғұмыр деп. Шома говоря, съездим, посмотрим, поддержим, кто не сможет в Зуме, но в то же время молодежь. Нам надо очень серьезно работать с молодежью. И вот Ленария, біздің ол яшар бойынша эшлеу, когда говорим молодежь, это и татар каза, это и татарща КВМ, который очень серьезно поднимаем, это и волонтерское движение. Очень важно, вот мы вчера в татарском доме в Москве были, посмотрели
просто под стиль молодежи, и уже и ремонт помещений сделан. Они сами придумывают, создают, сами делают и приходят и с удовольствием наслаждаются. Форум народ керешек бас, шуңа күрә тагын бер кат мен иң беренче килгән җитәкчеләргә, кемнәр килгән, һәрбер безгә зур рәхмәт әйтәм, чөнки ул иҗтимагый эш булгачтан без аңа хезмәт хакы түләмибез. Сез үзегез бетерешләргә үзегезнең каракта акчаларын түләп эшлисез. Әйне грантлар бар, аларны алсак, аларга да без бик шатбыз. Шуңа күрә менә конгресс дигәндә безнең менә отчетларны караганда кайбер цифрларны күрә алмаганга менә сез карап торыгыз. Мы сейчас ежегодно по линии конгресса шьем и на работающие ансамбли предоставляем нашу одежду. Сценическую одежду каждый год 7 миллионов 600 тысяч. Многие уже регионы выстроились, вот мы вчера и в Москве разговаривали. Если есть работающие ансамбли, выступающие, значит, на муниципальных уровнях, субъектовых уровнях, у себя, там 2 человека, 6 человек, 8 человек, обращайтесь, готовьте документы. Если, то есть мы не ставим никого в очередь, если в самом деле работающие, и талант есть, и песни, и поют, и тому подобное, с удовольствием будем подключать не в этом году, так на следующий год. Ежегодно 7 миллионов 600 тысяч. Значит, с другой стороны, книги. Медресе ли, класс ли, школы ли, ежегодно на 3 миллиона рублей мы раздаем учебники. Заявки делайте, получаете. Грантовая система. Ежегодно 10 миллионов даем на гранты. Средний грант 350-400 тысяч рублей. Поэтому все это есть в Конгрессе, и сайте есть, и вы знаете во время встреч. В этой части мы никого в очередность не ставим. Вот ты в этом году получил, несколько лет подожди, пожалуйста, другим. Работаешь – получаешь, не работаешь – не получаешь. Поэтому все открыто, объективно. Поэтому я приглашаю вот на эту системную работу и отнестись к этому с пониманием. Тагын инде зор утыныш, без этого инде просьба. Мы всегда, для того, чтобы реализовывать много наших мероприятий, всегда системно, с пониманием работаем с властью. Муниципальная власть нам самая близкая. Глава районов, городов, их замы, которые курируют социальную политику, потому что все вопросы связаны с языком, с молодежью, творческими, это зам главы по социальным вопросам. Поэтому всегда поддерживали друг друга, понимали, потому что и власть нам и помещения предоставляет, и грантовая система представляет. Во все городские районы мероприятия приглашает, и мы там свою квоту получаем. И поэтому мы поддерживаем, мы в тренде. Пусть это будут выборы, пусть это будет перепись, пусть это что-то, изменение в Конституции, в первую очередь обращается татарские общественные организации. Потому что вы в самом деле очень системно все работаете, являетесь примером для многих руководителей автономии других национальностей. Вот наша задача эту работу с властью системно, красиво, в рамках своего устава, уставной деятельности вести. Вот это и просьба, и напутствие. Ну и в то же время говорим, без бушрашова бикшатбас, Аллах насып етсін енді бізге Қазандарда шырашырға. 1100 жылық дегенде, тағам мына әйләніп қайтасым келе, мына бүгінгі Мәскеу өлкәсіне, шушы бик матур шәһәргә, мына біздің достыбыз Рушан хәзрәт, мына бірнеше дистә ел элек Мәскеу өлкәсендә бер мәчет тә булмаган. Бүгінгі көндә 60-тан артык мәчет бар. Рәхәтләнеп эшлиләр, татар кешеләре, бүтән мөселманнар кирә. Һәм менә инде без кичә Ногинск мәчетенә кертеп рәхәтләнеп карадык. Бүген без Илдар әфәнде дә мәчетенә кереп дуалар кылып монда килдек. Шуңа күрә мәчет безнең бүгенге көндә генә офислар булмаса, эшләргә бәләкәй генә бүтән юнәлешләр булмаса, безнең һәр вакытта да мәчеттә, менә карагыз, нинди матур зал. Мәчет намаз кылырга, монда дәрес үткәрергә, жырларга, биергә, яшьләрне җыярга, аскачып хәләл ашарга да була. Шуңа күрә ул мөмкинлекләрне безнең имам хәзрәтләр белән бердәм булып бергә эшләргә кирәк. Бездән кайр вакытта курка башлыйлар. Әгәр дә мәчеткә барсам, намаз укырга туры килер инде, кертерләрме? Кертәләр барсында. Әгәр дә намаз бүген укымыйсың икән, Аллаһ насыйп итсен иртәгә укырга. Әгәр дә бүген киләсең икән, кил, рәхәт, утыр, сөйләш, алып бар, мәдрәсәләргә, киләтләргә. Шуңа күрә бүгенге көндә әйтәм, тагын менә ислам 1100 еллыгы дигәндә якынрак килеп.
біргәләп. Ислам дini бәлки татарсыз яши аладыр, ләкин татар ислам динисіз яши алмай. Шуңа күрә телне дә саклады, милләтне дә саклады. Менә безнең иң бөек шәхесләребезнең берсе Шиһабуддин Марҗани үз вакытта әйткән, милләтне саклап калыр өчен безгә тел кирәк, милли кием кирәк дип. Шуңа күрә менә телебез шу мәчетләр ашады. Курыкмагыз. Шуңа күрә без менә ике телдә, у нас есть государственный язык русский, в Республике Татарстан у нас государственных языка 2, русский и татарский. Прошлый год был год родных языков, 173 национальности живут в мире в согласии Республики Татарстан. Мы каждому уделяем внимание. И татары, и русские, и чуваши, и утма, мордвя, башкиры, мариэл. Все в равных отношениях. Поэтому я очень прошу в данном случае нашу работу по сохранению татарской нации очень деликатно, с пониманием, алга барып, тагын эшләргә. Шуңа күрә без бергә, безнең көч бердәмлектә. Бик зур рәхмәт. Без әле монда кичкә хәтле булабыз. Әгәр дә инде сораулар булса, шул вакытта да сөйләшәбез. Хәзер инде регламент буенча безнең җитәкчеләргә бирәбез регламент. Рәхмәт. Не случайно вот наша встреча, да, она началась вот с этого места. Именно в 2001 году здесь у нас состоялся первый Сабантуй. Он был совмещен с открытием мечети, вот той самой мечети, которую вы видите прекрасно. Этот центр уже появился в следующий этап. И вот этот Сабантуй, я хочу отметить, он именно как праздник дружбы народов Московской области изначально. Где же проводить? Область большая, а вот пусть он гуляет по Московской области. И вот он как поезд дружбы прошел по Московской области до сих пор. Прошел в 15 городах Московской области, при этом повторяясь несколько раз. В Орехово-Зуево трижды было и так далее. И поэтому люди поняли, что праздник Сабантуй – это праздник дружбы народов. Я помню, первоначально даже были такие ситуации, когда в одном из регионов пришли со списком, с подписями людей против Сабантуя. Вы говорите, хотите Сабантуй провести, потом захотите мечеть построить и так далее. Вот такие реакции были. Они сейчас ушли. Или же в другой ситуации, когда говорят, татары хотят провести Сабантуй, а что им нужен банкетный зал? Восприятие. Да нет, это народный праздник. Он многообразный и так далее. Сегодня все знают, что это национальный праздник, это культура татарского народа и праздник, который объединяет людей. Это одно. Второе, значит, фестиваль музыкального искусства татарского народа «Культурное достояние России». На самом деле фестиваль начался в 2001 году на Нарафаминской земле. И мы вот этот фестиваль тоже вели как поезд дружбы, меняя место дислокации. Несколько раз в Нарафаминском районе. Потом, значит, он был в городе Пушкино, был в Подольске, вот у нас Файзулин Валерий Анвар здесь присутствует, руководитель автономии Подольска. Также в Подольске был и Сабантуй наш был и в Щелково, вот представитель Альфия Ханом здесь присутствует, так? Это места, где были. И вот этот праздник, он идет по Московской области сегодня. И последние 3 раза было отмечено, он состоялся в Орехово-Зуево, потому что здесь такой неугомонный, активный руководитель Ильдар Рашидович Измайлов, так, который раз провели, новая струя появилась, и так, давай еще проводим. И вот это вот объединение это Ильдар, главный организатор, да, далее, значит, Ольга Алексеевна, руководитель школы искусств, да, далее наш художественный руководитель Фира Фаридовна, она не пришла, Фира Фаридовна должна была прийти. Значит, она как художественный руководитель. Благодаря этим людям фестиваль идет по Московской области, трижды состоялся здесь, и он объединяет детей всех национальностей, один из которых, одно из произведений, это татарское произведение. Мы таким образом знакомим детей, просвещаем, это тоже просвещение через культуру. Это очень важный момент. И, конечно же, я отмечу молодежные, работы с молодежью. Вот присутствует Римма Губерова, так, она у нас председатель комитета по делам молодежи. Она и до того была очень активной и так далее. Несколько лет назад я ее пригласил уже в наш комитет, она в Московской области живет. И мы уже с ней проводили форум, начали форум Урман-Куля. Причем это при поддержке гранта Республики Татарстан по линии Министерства культуры Татарстана. Первый фестиваль благодаря вот этому гранту. А дальше уже проводили еще 2 фестиваля в одном из уникальных парков Подмосковья. А работа продолжается, и очень важно, мы создаем условия для встречи молодежи, и очень важно, чтобы молодежь привлекалась. Привлечь нужно как можно больше молодежи. И, конечно же, просветительское, я прошу внимания, президиум. Значит, очень важный момент, который отмечали, это работа воилявлян.
работа в семьях с детьми. Это, наверное, самый такой тонкий вопрос. Вот прозвучало, значит, общество Окколфак, возле говоря, когда создано отделение, она Зейнаб здесь присутствует так, она тоже горит желанием, готова всегда помогать и участвовать в этом процессе, и мы, конечно же, это дело будем разворачивать, потому что это перспективное направление, важное и нужное. И в нашем понимании, как направление оно идет, как организация семейных клубов. Хочу подчеркнуть один очень интересный момент. Мы являемся инициаторами создания центров национальной культуры Московской области. Именно вот по нашей, мы предложили инициативе в Пушкинском районе появился такой интернациональный дом дружбы в 2003 году. Потом пришлось немало лет поработать, чтобы у нас в Дубне открыть такой же центр. Но они сегодня два успешно работающих центра, которые объединяют всех. И здесь подчеркну, когда в Дубне я сам лично занимался, вот говорят, татары для себя хотят там центр открыть. Я говорю, нет, не татары, мы для всех. Сегодня русские выступают активно, я уже подшучиваю, говорю, вот мы начали, а сейчас мы, глядя на вас, и учимся, мы вместе. Там и татары, и узбеки, и так далее. И вот это очень важный объединяющий фактор. И тот фестиваль национальной культуры, который мы провели в декабре месяце, это тоже характерный пример того, что мы работаем вместе. Городской. Он был посвящен юбилею города и 30-летию создания татаро-башкирского культурного общества «Идель», который у нас с 91 года существует в Дубне. Мы его организовали тогда, такой юбилей. И вот этот фестиваль и музыкальное искусство, они были организованы благодаря уже гранту по линии Главного управления социальной коммуникации. Вот Виталий Кайзамаракин, он здесь присутствует по его линии. Поэтому такое взаимодействие у нас идет, работа идет, и завершая выступление, я хочу сказать, что очень важно нам сохранить единство в наших рядах. Это первое. Второе, значит, я думаю, что вот мы сегодня собрались в Центральный федеральный округ, может быть, более тесно нам общаться, может быть, создать группу в WhatsApp или в Телеграме, да, вот так вот уже более тесно обмениваться текущим опытом, обменом опытом. Вот над этим тоже, я думаю, нам можно подумать и нужно подумать. Вот. И завершая, я хочу сказать, что это действительно встреча, которая объединяет нас. Большое спасибо вот Конгрессу, вот эта идея, они идут. Я думаю, что вот это вот начало в этом Орехово-Зуеве, это начало в Подмосковье, так, оно еще и в дальнейшем, возможно, в других городах, Подмосковье большое, но это именно движение, которое объединяет татар. Вот это очень важно. Татар болып, бірге болайық, бірден болайық. Міне сіздің көрішіп жүру, ор жерде көрішіп, сөйлесіп жүру, ол бізге бірлесіп қаларға тоғына нағыр ярдәм етеді, ол бик әйбәт. Һәм біздің бүгінгі күнде де, бүгінгі ұшырашуда да сіз бұдан уйдете не просто получить информацию, уйдете обогащенными информационным материалом. И я не могу не сказать, что вот мы уже вам раздавали, и вы, кто не получил, получите. Меня китап «Уз-Зеринда Устелем». Эта книга издана меня Рустам Фаидович Чамалеев. Головой хотя бы подними, Рустам Фаидович, меня. Вот кивнул головой, да. Именно он уйышмасы, Москвада Москвада, был штаб татар Диматала. Вот, он дает некоторые нюансы, это дело второе, но меня в том году, к столетию Татарстана, выпущена уникальная книга, высказывания мыслей наших уникальных общественных деятелей, поэтов, писателей и, наконец, татарша үйренім. Мына бұл бүләкті сіз бүгін алып кетесіз, мұны барыңызда, бұл зор бойлық бұла, һәм оның календарі, бұл оның яғына бүләк, зор рахматыға. Һәм сіздің ұйышмаларға менде, жібәрі мына ұйышма регионларға, біздің мына өзіміздің үткерген фестиваль, менде үләші башладым, кім олған регионларды оларсыз, біздің үткерген фестивальдің буклеті, һәм өзіміз шығарған мына біздің грант, Татарстанның Министерство культуры бойынша шығарған грант бойынша біздің жол салған мынамындай китаплар, олар сізге шулай ярдәм етер, кішілерге балалар білән де. Шулай етіп, мына шушы бүләкләрдә бұл кетесіз, біздің бірге болу, һәм келешекте де өзінің тәжірибемен оралашып тұру, ол барсын, һәм бірге болып, бірден болып, өзіміздің татар екендікті ұмытпайынша олға барайық. Зор рахмат. Я рад приветствовать всех гостей из разных регионов Центрального федерального округа, а также от всех вас приветствовать нашего уважаемого гостя Шахазиева Василия Абудаязовича и делегацию из Казани. Рад приветствовать их в нашем татарском исламском культурном центре. Вот уже из доклада Василия Гаязовича я для себя какой-то вообразил некую таблицу, отмечал, какие мероприятия проходят
да, галочка, 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 у меня пустых клеточек не осталось. Поскольку Василий Гаевич сказал, я говорю, все в Орехово-Зуево проходит, альхамдулилля. И, естественно, 2022 год для нас особенный. И мы, наверное, на протяжении всего периода, да, вот готовим, знаем, что ислам пришел в 922 году, да, более 1100 лет там назад. И для нас это такое важное событие, наверное, мы как-то в повседневной жизни не думаем, но вот сейчас событие, оно как знаменательная дата. Естественно, мы будем готовиться и проводить это мероприятие, потому что быть в ногу с нашей как бы да, с Татарстаном, да, знать, что здесь, в Орехово-Зуево, и это мероприятие будут проходить. Потому что вот встреча, это не простая встреча. Я вчера еще вот будучи на маленькой нашей встрече, да, как бы сказать, за ужином, я говорю, что должен быть некий мост между Большой Казанью, Большой Татарстан и маленьким городком, да, маленьким городком Московской области, Орехово-Зуево. Потому что нас должны знать, нас должны видеть. И мы всегда рады таким большим встречам. Мы готовы приложить все свои усилия для проведения подобных мероприятий и других мероприятий, которые, возможно, будут проходить. Вот Товарищ Амир сказал, что вот мероприятие, которое мы проводим, детский музыкальный фестиваль, да, он находит большой отклик. Также еще одно мероприятие, которое мы проходим, и, к сожалению, вот в эти пандемийное время мы как бы и время Рамадана было, это проект «Многонациональный советский народ». Он тоже имеет большое и важное значение. К сожалению, годы неуклонные, и ветеранов, наверное, уже не остается. И будущее. Но мы должны сохранить память народа. И вот это очень важно. И для будущих поколений, наверное, вот этот и есть один объединяющий стержень всех национальностей, да, всех народов, которые проживают на территории Российской Федерации. А вот что относительно нашей мусульманской общины и нашей национальной татарской культурной автономии, что вот мы свою деятельность выстраиваем, во-первых, на укрепление взаимодействия с органами государственной власти. И на муниципальном, и на региональном уровне. И имеем большую поддержку. А также выстраиваем добрососедские отношения с другими религиозными организациями. Это тоже очень важно. С другими общественными организациями. И нас видят. У нас нет противостояния, имеется всегда поддержка. И поэтому, может быть, это некий опыт. И я знаю, что у ваших других организаций такой есть. Но результат всего этого, да, вот, наверное, и по милости Всевышнего Аллаха, в Орехово-Зуево выстроен такой большой комплекс, да. В перспективе я хочу вот большому собранию сказать, у нас еще, мы не только этим богаты, у нас и землей богаты, и в дальнейшем будущем, может быть, мы успеем, или наши потомки будут же встречать в большом культурном центре. Иншаллах. Я вас еще раз рад приветствовать. Всем вам здоровья, благополучия, чтобы вот эти все наши страдания в тяжелое время, чтобы они ушли, чтобы мы пришли в обычный режим жизни и быть всегда деятельными, быть вместе и работать на благо и процветание нашей большой страны. Рахмат.